Черноглазая моя, черноглазая, понял сразу я. Здоров, Коля, почекай, зроблю трохи тишей. Ну что, малий, як сам? О, Юрик, гляжу, ты поддал где-то троху, че-то от морквы тебе так пре. Не, морква это на суп. Мне вона солодкая потянула. Ну, зробив 50 грам перед обедом, як без этого. Ну вот, еще троху веселей. А то я ось сижу и нечто мне нудно. Тут чего ты, Толик, нос повесил? Шеф не платит тебе, чи что? Не, Юрик, рассчитываться то он за мной рассчитывается. А его до хаты не отпуская. А я уже и жонку, и дітей почав забиватися. Хіба ти забився, як у армії служив, чи що? Гляжу, тебе на збори пора. Не падай духом, Толян. Зараз приїдеш до хати, приїдеш грошей, заживеш як чоловік. Толково говоришь, Юра. А ты знаешь, кто мне звонил? Игорь Поросюк. Звонил до меня, это импортное. Я как сосал его, то бедный занес в черный список уже мне. Ну, насядаю я на уши конкретно. Какие-то самокаты, ровары, короче, я там рот раскрыл, але ничего не понял. Так у его московский синдром. И он сам говорит, а других вообще слухать не хочет. Ну, это тут точно. А у моего шефа хіба такая сама хвороба. Не ведаю, что робить. Чекай, Толик, что-то в око попало. Короче, звони мне завтра, переговорим еще с тобой на эту тему.